Ассаламу алейкум, экран алдыдагы карындашлар. Силәрнең диктанларга Казакстан уйгырлары каналындагы хәбәрләр программасын һавалы кылабыз. Хәзергә Казакстан уйгырлары мөнәсәбәтле яңалыкларны сынмакчыбыз. Силәр белән хәбәр бөлменең җиргизгүчеләре Равил Нариманов ва Шахниза Әзиз. Сәмими хәбәрләр безнең каналыбызда. Ассаламу алейкум, дорогие зрители! Вы смотрите программу новости на канале Казахстан уйгырлары. Предлагаем вашему вниманию новости и анализ материалов о жизни уйгуров Казахстана. С вами ведущий блока новостей Шахниза Әзиз и Равиль Нариманов. Здесь делают честные новости. Уйгурский театр открыл свой 90-й театральный сезон историческим спектаклем «Махмуд Кашгари». «15 сентября Уйгурский театр величественно открыл свой 90-й театральный сезон уникальным историческим спектаклем, получившим название «Махмуд Кашгари». Это важное событие стало грандиозным шагом в развитии театральной культуры уйгуров и привлекло внимание не только местных жителей, но и ценителей искусства со всего мира. Men Uygur'umuz, men Daniye'den biz milletliğin fukumunu bekçik işletip ketmeyimiz. Bir devletten bolsak, aşırıdan bolumuz deyimiz. Şunun için ben özümünü Dansk dep atayman. O Daniye'liklerin ki Daniye'lik toğluk bolgan atalış boldu. Bugünkü spektaklden ağan təsiratlarınız bilen bölüşsünüz. O pek teyz iken, pek çıraylı iken, bolup mu kiyim kiçekle pek çıraylık buldu. Artistler mu pek teyz oynaydı, pek kesp iken. Hazırca şu Mehmet Keşker'in hikayesini sözlüp bardım. Ben elbette Mehmet Keşker'in hikayesini özüm okuyan, özüm kögen. Hazırca o yolga çıkıp, bir neçe idikutçeherge kilip, aşağıdaki Budist uygurlar bilen görüşüp, bana tesir kılgan bir neçe cümleler çıktı. Birisi bizim tilimiz yok bop ketse, millet yok bop kettu degen gap. Meningçe o pek şu tiyatrın içindeki pek muhim bir gap oldu. İkincisi aşındak başka dinliler bilen, mesela Budist uygurlar bilen görüşüp yeni özarını Uygur deydi. O meningçe pek muhim bir tesirlik gap oldu. Спектакль «Махмуд Кашгари» впечатлил зрителей своей невероятной атмосферой и богатой сценической реализацией исторического сюжета. Это произведение искусства воссоздает жизнь и достижения Махмуда Кашгари, известного ученого, филолога и географа, чей вклад в уйгурскую культуру и науку невозможно переоценить. Театрга içige kirip, zalga kirip, körenmellerge nazar salsanız, burunqı nisbeten hazır yaşlar köp bulatıdı. Bizning zamanımızda, yani 10 yıl, 20 yıl burun biz teatrga kelsek, hemsindegidek tunattık. Biz demetlik adamlardi. Lekin kildigan adamlar kam keletdi, dramaga kam keletdi, konsertlarga jiqaroq keletdi. Men bugun ko'ryapman, yoshlar nihoyatda jiq. Shu bizni intayin xushal qildi, demak meni xushal qildi. Buningdan keyinmi, o'sha yoshlar birdan-bir teatrimizga kelib Uyg'ur madaniyatiga ko'ngil qo'ysa, demak bizning tilimizmi, ruhimizmi, teatrimizmi saqlandi, ham ravon taraqqiy qildi deb o'ylayman. Rahmat. Режиссерская работа и актерское мастерство, продемонстрированные в этом спектакле, подчеркнули важность культурного наследия и истории уйгуров. Ожидайте, что этот юбилейный сезон принесет еще больше выдающихся спектаклей, раскроет новые грани творчества и укрепит культурное наследие уйгуров. Ассаламу алейкум. Как представитель активной уйгурской молодежи, скажите, пожалуйста, как часто вы посещаете театр? Ассаламу алейкум. Почти каждый раз, когда есть премьера, мы стараемся идти, и причем не одни, а вместе с сообществом, обсуждаем затем в дальнейшем, также собираемся. У каждого свои инсайты, каждый по-разному видит. К сожалению, мы все говорим немного на разных языках, и поэтому разное понимание. Но стараемся, когда сезон открывается, раз в 2 недели мы точно ходим. Какие ваши общие впечатления о сегодняшнем спектакле? Я удивлен, как создатели, сценаристы, режиссер, как им удалось уместить большую часть истории Махмуда. Естественно, она вся не поместится в шоу в один спектакль, но мне поразительно, как они все-таки смогли охватить столько
периодов его жизни и донесли самую главную суть о том, что сила в единстве. Да, на самом деле я вижу прирост посетителей. Мое субъективное мнение, все время больше людей. Я это чувствую потому, как сложно становится покупать билеты. Если раньше можно было не торопиться и выбирать хорошие места, сейчас это очень сложно делать, и нужно покупать билеты заранее. Во-вторых, я вижу, качество проработки меняется. Добавили очень грамотный перевод на нескольких языках, можно смотреть на казахском, на русском, на английском, и это очень удобно. Во-вторых, я хочу заметить то, что мне нравится то, что руководство нас услышало и немного изменили костюмы. Если раньше они были более яркие, такие как будто бы эстрадные, сейчас они больше похожи на этнические, на то, что, скорее всего, и носили в то время. Это заметно, и это радует. А как привлекать молодежь в театр? Я думаю, нужно, помимо того, что стандартные у нас есть способы развития через соцсети, нужно дать возможность молодежи встречаться, общаться, что-то обсуждать. В театре есть помещение, которое мы хотели бы также использовать. Мы можем проводить здесь мастер-классы, тренинги, обучение, делиться, общаться мнением, собирать, делать какие-то проекты. Если руководство театра одобрит это предложение, мы с удовольствием сделаем свою программу здесь, и мы будем привлекать молодежь. Ассаламу алейкум, Нуридин ака. Бүгінгі спектакльдің аған өзіңіздің тәсіратларыңызбен бөлісіңіз. Алейкум ассалам. Әмде тәсірат хақыда әжайып бір тәсірат еватымыз, ижаби тәсіратлауы. Немішке саламаны бүгінгі күнде Алматы шәһәрімізде Уйғур театрда biz üçün, Türkiye xalqlari üçün acayip məşhur alimi Mahmud Qashqari haqida spektakl o'tkazilyotdi. Men o'ylaymanki, men Uyg'ur degan, men musulmon degan o'zining olimlarini, o'zining diniy zotlarini bilmoqchi bo'lsa, shunday spektakllarga kelib, ko'rib, shu kishining tarixini, shu kishining umrboyonini, ilmni qanday tahsil qilgan, nim uchun, nim maqsadda bu ilm tahsil qilgan, xalqqa qanday maqsadda buni yetkazish uchun ilm tahsil qilganligi mana bugungi mush spektaklda mana ko'ryapmiz. Haqiqatan ajoyib shunday. Endi bu yerda ta'sirat bo'lganda ham diniy bo'lsin, ham milliy bo'lsin, ham bizning o'zimizning Uyg'ur adabiyotida ajoyib shunday ochiq, shunday chiroyli, fasohatlik odamlarga tushunadigan darajada shunday yetkazyapti bu nima spektakl. Shunga men o'ylaymanki, men Uyg'ur degan odam buni spektakllarga kelib, shunday ko'rib, o'zining diniy zotlarini tanisa, bilsa, biz uchun bugungi kunlikda bizning Uyg'ur millatimiz o'zining tilidan, o'zining dinidan yiroqlashib ketgan paytda shunday yerlarga kelib, shunga o'xshash teatr nimlarni spektakllarni ko'rsa, albatta bu nur ustiga nur deb o'ylayman. Shunga men bugun masalan o'zimning oilam bilan keldim, ota-onalarimni olib keldim. Shuni biz ko'rsak, yani şu burunqi zatlarımızı, uluq zatlarımızı yani isimizga alsak ve şularning izidan biz mansaq degan maqsadda mana ilib keldik, ko'rdik, shunday ajoyib ijobiy ta'sirlardan oldik. Suhbatingizga rahmat. Cumhuriyetlik Akademiyalik Uyghur Muzikалық komediya teatrının hozirda Uyghur rassamlarının ko'rgazmasi uyushtirildi. 90 mavsumning açılışıga Uyghur Muzikалық komediya teatr kollektivi tomoshabinlarga Uyghur rassamlarının ko'rgazmasini taqdim qildi. Spektakl boshlanishdan ilgari ular foyega qo'yilgan jon kichik rassamlar va haykaltarashlarning emgaklari bilan tanishdi. Xo'shalqlarligi teatrda bu kuni faqat Uyg'urlar emas, balki o'zga millat vakillari hatto chet ellik mehmonlarni uchratishga bo'ladi. Quddus Xo'jamiyarov nomidagi Cumhuriyetlik Davlat Akademiyalik Uyghur Muzikалық komediya teatrining 90 mavsumining açılışı munosabatli uyushtirilgan rassam va teatr ko'rgazmasi Zayniddin Yusupov, Feyzrahman Ibragimov, Marsiy Taxunov, Hashimjon Qurban, Go'zal Mamedinova, Hakimjon Guliyev, O'rkash Hasanov, Muhammadjon Abdullayev, Nadira Yusupova, Rustam Shamaxonov, Muhabbat Taxunova, Nazgul Samiyeva, Venera Vajitova, Gulinur Qambarova, Armanjon Mahbirov, Dilshod Aripov, Rizvangul Kibirova qatorliq rassomlarning qatnashishi bilan o'tdi.
Уянда элimiz пәйтәхте Астана шәһәрдә Казакстан Җумһуриятенең президенты Касым-Жомарт Тукаевның Жаңа Казакстан, жаңғыру мен жаңғыру жолы намлык Казакстан халкыга яллыган мәктүбене аһалы арста кәң даирәдә тәргибат кылыш максатында Билим өркинияте Милли инновациялык илми тадқиқат мәркәзе белән Жаңа Казакстан Җумһуриятлек җәмгыятьлек фондының оештырышы белән Казакстан Республикасы мәдәният және өнер саласындагы үздеге Маусда җумһуриятлек конкурс булып үтте дип хәбәрләйде Җумһуриятлек иҗтимаи сәяси уйгыр авазы гезите. Мәзкур иш-чара даирәсендә Казакстан Республикасының мәдәният және өнер саласындагы үздеге намлык республикалык байкаш катнашып, баш мукафатны Әхмәт Ахат игилди. В городе Алматы состоялась презентация книги, которая стала настоящим литературным событием. Ассаламу алейкум, әз кырындашлар. Без бүгін Әзиз Сәлкин әпәндемнең уйгыр шигъри намлык китабын таныштырыш мәрәсемендә катнашып отырмыз. Dünya Uyghur Edebiyatı qoşulğan çoğ töhfə hesablanadigan Uyghur şeirleri kitabının tanıştırış mərasimi keçirildi. Məzkur çar tədbirimizə ədəbiyyatımız canküyərləri, qəlimi ötkür şair yazğıçılar, alımlar, ziyalılarımız qatnışıb oturdu. Uyghur şeiriyeti xuddi Uyghur ədəbiyyatı oxşayan Uyghur ədəbiyyatının içindeki nayeti mühim bir jiyandır. Çünkü şiir demek bir milletin ruhiyetindeki canlılık. Mavi iş olsa hakkam derdimizde bazı demme bıraktım bu kötümüz. Aslında kendi şeylerde değildi. Kendi güçlü de aşağı değildi, her dögün müşahede değildi. Şu külle ki ona torak kalamaydı. Bu vakttir işte. Ancak onu yerim kımar, biz şundan evlattan bağlıyız. Yani şunun kapsamlarak gelişi için kolumuzu gelgenini kıldı. Mağmi şunun yolundaki bir işe bizi tanıştırdı. Köp rahmet, köp rahmet. Hicranda Cumhuriyet Uyguru yok. Xuddi navai aytgandek demektir ki. Can yetip ağzımı tapman derdi o hicrandan xalas. Her qanday bir Uygur, mayli o dehqon bo'lsin, ishchi bo'lsin, olim bo'lsin, zolim bo'lsin, derdi bağışın. Her bir insanda bu var. Xüsusen bizim Uygur'un, her qanday Uygur'un o'zi layık derdi var. O derdin en ulug' derd, vatan derdi. В сборник вошли стихотворения, переведенные на английский язык. Сборник был подготовлен известным издательством «Пингвин» и объединил как современные, так и классические произведения уйгурских поэтов. Сборник, названный академиком Альтыкиным «Уйгурская поэзия», представляет собой богатую коллекцию стихотворений, олицетворяющих богатство уйгурской литературной традиции. Он охватывает работы как классических мастеров, чьи стихи веками вдохновляли поколения читателей, так и современных авторов, чьи стихи отражают современные вызовы и эмоции. Казакстан Җумһуриятенең Конституциясе көне арбасында бер топ илм-фән вәкилләре элimiz тәрәккыйтигә сеңелгән әмгигә мөнасиб дәүләт мукафатларга эреште. Уларның арасында Сөләйманов намындагы Шәрыкшынаслык институты, Уйгыршынаслык мәркәзенең җитәкче илми хадими, филология фәннәренең намазды, Казакстан Язгычлар иттифакының әгъзасы Рәхмәтҗан Юсупов Муба. У гылымда дамытуга сеңелгән еңбеге өчен медале белән тәкъдирләнде. Казакстан Республикасының мәдәният ва спорт сахаларының көрнәклек вәкилләренең конференциясында язгычы драматург Шавкат Назаров Казакстан Республикасының мәдәният және өнер салаларының үздеге мукафатыга мияссәр булды. Шавкат Айндин оглы Назаров 1957 елы 21 сентябрь көне Яркән тәвәсенең Пәнҗи месетында дөньяга килгән. Әдип хәҗви хикаялар топламлары, повестлар ва романы булып 10га якын китапның муаллифе. Шундыйлар Җумһуриятлек Уйгыр театры, Тамаша, Бауржан шоу ва Шавкат шоу театрының сәхнәләрендә куелган 200 га якын миниатюрлар уның каләмигә мәнсуб.
районном центре Уйгурского района селе Чуржа состоялся футбольный турнир, посвященный памяти известного общественного и государственного деятеля Кентала Бакиевича Исламова. Турнир был организован общественным фондом «Фонд поддержки одаренных спортсменов Кентавр» и республиканским общественным объединением «Республиканское объединение уйгуров». В турнире приняли участие 8 команд из разных сел, городов и районов: Гайрат, Пайсиит, АДФ, Жаркент, Чуржа, Ташкентсаз, Каратурук и Таскарасу. Қазақстандық мемлекет қайраткері Исламов Кентал Бақиұлының жүлдесіне орай жасөспірімдер арасында шағын футболдан өтетін Алматы облысының ашық турнирінің салтанатты ашылу рәсіміне қош келдіңіздер. Турнирімізді ендеше ашық деп жариялаймыз. Қазақстанға белгілі қоғам қайраткері Кентал Бакиұлы Исламовтың атындағы турнирге қош келдіңіздер. Кентал Бакиевич, он тоже был в молодости спортсменом, он занимался боксом, играл в футбол, закончил Алматинский сельскохозяйственный институт, получил профессию инженер-механик. Вот, и, будем говорить, какой-то определенный период времени он проработал на Целине, потом вернулся сюда и возглавил здесь, был МТС. Он, так сказать, был инженером МТС. В последующем он стал первым секретарем Уйгурского района. В этой должности он проработал более 10 лет. Вот, и сегодня мы говорим, мы собрались, и мы говорим о патриотизме, мы говорим о трудолюбии, о отношении человека к жизни. Я вам скажу, что, наверное, скорее всего, спорт, он сыграл, наверное, большую роль в его жизни, потому что что такое спорт? Спорт — это прежде всего это дисциплина. Что такое спорт? Это прежде всего трудолюбие. Что такое спорт? Это прежде всего, наверное, целеустремленность. Вот, поэтому, когда вы, занимаясь спортом, все эти навыки осваиваете, то в жизни вам становится легче жить. Вот. И благодаря спорту человек может учиться, может постигать знания, добиваться каких-то результатов. И самое главное, умение ставить задачи, которые тяжело выполнимы, потому что это только дает спорт. Потому что вы, когда играете в футбол, я вот в прошлом году смотрел, у вас красивая игра, да, и вот эта вот возможность играть красиво, я думаю, что это очень дорогого стоит. Будучи первым Уйгурского района, я вам скажу, что сегодня то, что было это сделано им в те времена, сегодня, конечно, это, может, время прошло, но с учетом того, что я вот уже много лет занимаюсь бизнесом, я вам скажу, что прийти в любой банк и попросить денег для того, чтобы сделать проект, это достаточно сложно. А в те времена, я вам скажу, что такое был Уйгурский район, что такое был Казахстан для всего Советского Союза. Это непонятная точка большой страны. Вот. Если мы посмотрим, так сказать, что было в Уйгурском районе, это Карадала, которая каменная пустыня, по сути дела, где не было ни деревьев, ни растений, ничего. И представляете, с таким проектом прийти, так сказать, раньше был этот госплан, в госплан прийти для того, чтобы эти два проекта, так сказать, реализовать, это надо было сколько усилий, ума приложить для того, чтобы это, и убедить людей для того, что это надо. Сегодня мы видим, что его мечта, то, что он хотел, он дал воду этой пустыне, по большому счету, каменной. И сегодня тут есть сады, развиваются, я вижу, что они будут каждым годом все увеличивать и увеличивать, но это прежде всего дает определенную экономику для района. Матч начался с напутственных слов организаторов и официальных лиц, которые отметили значимость турнира и его вклад в патриотическое воспитание молодежи. Игра была напряженной, и все команды показали высокий уровень игры. Однако после нескольких часов ожесточенной борьбы золото турнира досталось команде Жаркента, второе место Каратуруку, а бронзу завоевала команда АДФ из Алматы. Лучшим игроком был признан Азиев Алихан из Ташкентсаза, лучшим нападающим Анаят Фурфат из Каратурука.
Церемония награждения прошла в атмосфере праздника и радости. Футболисты и их тренеры выразили огромную признательность организаторам турнира, особенно Махмуду Искендирову и Тахиру Балтиеву, которые неутомимо любят футбол и на протяжении многих лет дарят молодым спортсменам незабываемые футбольные праздники. Еще раз я хотел всех поблагодарить за участие в сегодняшнем турнире. Особенно Махмудака вам, Ульген Рахмет, за организацию такого праздника сегодня. Поэтому я хотел сказать еще большое спасибо республиканскому РОУ за участие тоже, за непосредственно, так сказать, принятие активного участия в этом во всем. Поэтому Аминлага, чон рахмет. Спортивный клуб «Сокол» продолжает покорять вершины на чемпионате Европы в Грузии по ушу санда, собрав восхищение и аплодисменты от фанатов и судей. Клуб «Сокол» продемонстрировал высокое мастерство в искусстве ушу санда, выражая грацию и силу в каждом движении. Иминджанов Карим, Айтахунов Ибрагим и Аутов Нурислам стали обладателями золотых медалей. Иминов Ислам стал серебряным призером. Ассаламу алейкум, экран алдыдагы көрөрмандар. Бүгін біз нәтижеленген чемпионларны етілдірген Сокол Ушу академиясында мехманда. Біз Батуми шәһәрендә открытый чемпионат Европаға катнашып, безнең оқучыларыбыз әшәдән чоң дәрәҗәләргә җитте. Безнең беренче максатыбыз булганы мушы безнең Казакъстаныбызның флагын көтөрүп һәм гимн ойнашны безнең максатыбыз ашы булды. Шу безнең Казакъстаныбызны әмияде тоныштырып деп biz байрагымызды чоң дәрәҗәдә көтөрдек. Енді планлауға жақ, әрбір баланы бізді біріншіден дұрыс тәрбиелеш баланы. Бұл залы кірген екен не только спорт, адамгерчілік болу керек балады біріншіден. Екіншіден оқыш, үшіншіден өрметті. Бияда аштақ тәрбиелейді баланы. Бияда енді қанақ дейсен болды. Бірінші келген бал енді тәрбие алды. Кен спортлардан әнді чоң-чоң дәрежеге кетіп атқан балалар жоқ қазір бізден. Шу аштақ дейме әмді, келіп мұшы өсіп атқан яшыларға қандақы спорт болмысын, ұшы санда болмысын, кикбокс, бокс, любой спорт біле айналған яқшы да. Ассаламу алейкум. Бұл спорт түріне неме сәбәп танылдыңыз? Кім яки неме сәбәп болды? Алейкум ассалам. 6 лет меня отец привел в спортзал. Уже по сей день показали один раз дорогу и остался в этом спорте. Ұтықларыңыздың сыры немеде деп ойлайсыз? Это заслуга моего тренера. И спарринг-партнеров всех, друзей, близких, с кем мы тренируемся каждый божий день. Рахмат. Ассаламу алейкум. Бұл спорт түріне неме сәбәптің талдыңыз, кім яки неме сәбәп болды? Бұл спортқа мен адам епкерлі, ашыншы спортта алды. Рахмет. Қанша яштан башлап ұшы санда білен шұғылыныватсыз? Мен 9 яштан башлап шұғылынатым. Рахмет. Ұтықларыңыздың сыры немеде деп ойлайсыз? Секрет моего успеха в том, что у меня есть такие отличные тренера, как Камиль Абдулимов и Жалилов Алик, которые научили меня всему, что я умею. Я им хочу сказать спасибо большое, моим родителям тоже, то, что они меня поддерживают, и всем пацанам, которые со мной здесь вместе тренируются. Это наш общий успех. Рахмет. Ассаламу алейкум. Бұл спорт түріне неме сәбәптің танылдыңыз, кім яки неме сәбәп болды? Ассаламу алейкум. Я выбрал этот вид спорта, потому что мне понравилась техника, как дерутся в общем, как проходят броски, тренировки, соревнования. Рахмет. Ушу санда білен қанша яштан башлап шұғылыныватсыз? Я пришел в этот спорт в 13 лет, на данный момент 17 лет, я занимаюсь 4 года и очень рад этому. Рахмет. Ұтықларыңыздың сыры немеде деп ойлайсыз? Мой успех заключается в том, что мы каждый день тренируемся, вкладываемся, наш тренер тренирует. Большое спасибо моим напарникам, тренеру за всю эту подготовку, за все соревнования, которые мы проводим. Рахмет. Ассаламу алейкум. Бұл спорт түріне неме сәбәптің танылдыңыз, кім яки неме сәбәп болды?
кичигимден спортту келечегимди көрүп, бул спортко келип келдим. Рахмет. Ушу санда менен канча жаштан башлап шугулданып атасыз? 9 жаштан башлап шугулданып атам. Рахмет. Утуктарыңыздын сири эмнеде деп ойлойсуз? Утуктарымдын сири тренер менен амгиле, тренер менен кәдим шактылга аятым. Рахмет. Спортивный клуб «Сокол» продолжает вдохновлять новое поколение спортсменов и демонстрировать выдающиеся достижения на мировой арене Ушусанда. Мы ожидаем, что их будущие успехи будут так же впечатляющими, как и настоящие. – 23 сентября 2023 года в Стамбуле начал свою работу 6-й съезд Международного уйгурского национального совета. Съезд был создан Ассоциацией образования и солидарности Восточного Туркестана. Во встрече, которая продлилась 3 дня, приняли участие уйгурская интеллигенция, государственные деятели, ученые, представители различных НПО, аксакалы и волонтеры дела Восточного Туркестана со всего мира. Церемония открытия встречи началась с чтения священного Корана Каурой Хафизом Абдуджалилом Карим. Также прозвучали марши независимости Турции и Восточного Туркестана. С приветственной речью выступил господин Хидаятулла Угусхан, президент Ассоциации образования и солидарности Восточного Туркестана. На открытии также выступили лидеры многих политических партий Турции и заместитель министра образования. Лидер партии Бююк Бирлик господин Мустафа Тестичи в своей речи сказал: «Нет такой территории Синьцзян, есть Восточный Туркестан». На съезде приняли участие представители более 40 неправительственных организаций из более чем 30 стран. На этом наша программа подходит к завершению. В эфире был канал Казахстан Уйгурлари с программой «Новости». Здесь делают честные новости. Bizning programmamiz muşunun bilan tamam. Efirde bo'lgan Qozog'iston Uyg'urlari kanалы xabarlar programmasi. Samimiy xabarlar bizning kanalımızda.